Так, мы в эфире. Приветствую всех. Сегодня у нас 21, по-моему, да? 22 марта 2022 года. С вами снова я, Арцуев Аслан. Так, теперь с нами кто зашел к нам, кто-то. Так. Друзья, я был забанен. Меня постоянно банят. Постоянно тролли пишут жалобы. И вот меня вчера ночью только разбанили. У меня есть еще один мой аккаунт в ТикТоке. Аслан Арцуев он называется. Но там нету 1000 подписчиков. Поэтому там в эфире я не могу уходить. Поэтому подписывайтесь там тоже. Чтобы в случае, если я буду здесь забанен, я мог уходить сюда в эфир. YouTube, скорее всего, в России будет забанен. Мой канал реалити и так запрещен на территории фашистской России, но он будет и, скорее всего, забанен вообще полностью YouTube. Поэтому могут возникнуть проблемы с поиском меня. Я эти видео, которые здесь в ТикТоке делаю, я закидываю себе на YouTube. Ну, короче говоря, ищите меня, Аслан Арцуев, реалити. То есть реальность. Мы расскажем вам про реальность. Так, слава Украине. Так, друзья, заходим потихонечку. Если бы, конечно, систематически я мог делать, меня бы не банили бы, я мог бы систематически уходить в эфир, вы бы знали бы, когда будут стримы. Но сейчас я никак не могу распланировать. Не знаю, какие причины они находят. Я так и не смог понять, в чем они меня тут обвинили, что забанили. Но это всегда происходит, если вы начинаете говорить правду. Если вы лжете, если вы говорите то, что их устраивает, тогда вас не банят, тогда у вас никаких проблем, доз атаки не бывает постоянной. Постоянные доз атаки на наш канал. Так, ко мне зашел шейх Ахмад Аль-Хазими. Рамзан сказал, что тебя скоро прикончат. Да. Так, говорят, что Киев и Харьков у русских. Правда? Нет. Киев тем более и Харьков тоже. Ни в коем случае не у русских. Русские получают заслуженные люли. Так как-никак Люля к ним приехал помогать. Поэтому люли они получают нормальные. Как обычно, русские совершают военные преступления, бомбят Мариуполь. Сейчас полностью все движение, все вот это нападение фашистов захлебнулось. Поэтому вот такие вот дела. Украинские бойцы вообще великолепно себя показали. Но я бы хотел сказать одну вещь. Ходят такие слухи, что вот Арестович говорит, что нужно пойти на уступки для того, чтобы с русскими договориться, можно отказаться от вступления в НАТО. Я категорически с этим не согласен. Сейчас, одну минутку. Уберу наушник. Категорически не согласен. Не вступление в НАТО – это значит только лишь то, что вы откладываете свою оккупацию. Я это сравнил с отказом при Кучме от ядерного оружия Украиной. Поэтому этот отказ от ядерного оружия 2:0. Ни в коем случае нельзя отступать от вхождения в НАТО, от особых союзнических договоренностей с Соединенными Штатами Америки в области вооружения и защиты, и безопасности. Потому что русские от вас никогда не отстанут.
Никогда. Запомните это, украинцы. Что бы они вам ни говорили, как бы они ни говорили, без вас не существует России. Без вас вот такая вот ситуация. Вся их история, вся их Россия построена на истории, украденной у украинцев. И как только вы отказываетесь от вступления в НАТО, то вы даете повод вот этому маньяку, вот этому убийце, даете, ну, провоцируете фактически на то, чтобы в течение годов, десятилетий, не имеет значения сколько времени, они будут на вас нападать. Джагар Дудаев: Россия умрет, когда взойдет украинское солнце. Абсолютно верно, в это мы верим. Мы хотим вашей независимости не меньше, чем вы, не меньше, чем патриоты Украины. Поэтому думаем, переживаем, думаем, чем помочь, как подсказать, организовать прием беженцев, волонтерская работа, всячески, как мы можем, думаем над этим. Друзья, искренне вам сопереживаем и всячески поддерживаем. Так вот, друзья, отказ от вступления в НАТО – это самоубийство, это подписание приговора самому себе. Это раз. Более того, если же вы отказываетесь, то есть идете на уступки фашисту, террористу, убийцу, и война это не путинская война, как нам пытаются кто-то там рассказать, что вот путинская война, она нисколько не путинская, самая настоящая русско-украинская война или российско-украинская война. Но правильнее будет все-таки русская называть, хотя украинцам это и не нравится. Так как русичи это русские, Русь это Украина, но так сложилось, что вот сейчас их обозначают, вот этих орков обозначают именно вот русскими. Поэтому категорически нельзя отказываться от вступления в НАТО, и отказ от этого НАТО – это признание доминанты фашистской России, лично Путина, над украинцами. Вы и так долгое время их внушениями, что это ваш старший брат, фактически, может быть, даже в какой степени некоторая часть вашего народа, может, подсознательно согласилась с этой формулировкой. Это не так. Не так. Доминантами являются украинцы, ведущие в этой кровопролитной войне является Украина, хотя начинала эту войну не Украина, Украина только защищается. Поэтому, когда украинский солдат доказал обратное, выставлять Путина доминантом, это было бы не назову это предательством, подло и Я думаю, украинские офицеры, украинская армия этого не позволят никому, ни президенту, ни кому-либо. Но вот я так это вижу. Так еще у меня очень есть тоже замечание, да, сегодня день замечаний. Я советую, да, конечно же, с одной стороны нужно вести переговоры, да, с российскими оппозиционерами там и так далее. Но эти российские оппозиционеры, с которыми ведут диалоги, Арестович ведет, Гордон ведет, Цымбалюк ведет. Цымбалюк вообще это чистый русак, да, только фамилия у него, ну как это, фамилия украинская. Это такой чувак типа, как у вас называется у украинцев, обрусевший украинец, это хохол. Вот Цымбалюк это такой хохол. Вот этим людям не надо разговаривать с русской вот этой оппозицией. Ни в коем случае, ни в коем разе. Потому что эта русская оппозиция, во-первых, она симулятор, она искусственно созданная. Большинство с которыми общается, там Фейгины, там какие-то Навальнята, еще другие, третьи. И во-вторых,
они ничего не решают. Ну, и, соответственно, так как они, даже если бы они не были бы симулякрами, они ничего не решают. Решают там ФСБ. Решает ФСБ. Вот это и есть армия сейчас в пределе, и ФСБ, которая все это курирует. Ну, сейчас все передается снова армии. Я расскажу, как это было в Чечне. В Чеченской республике русские оккупанты, взорвав свои дома в Москве, убив своих же русских женщин, детей и стариков, взорвав дома, если вы помните, кроме взрывов домов были еще подрывы метро, автобусов и так далее, которые чаще всего выполнялись ФСБшниками, но иногда привлекались какие-нибудь там полезные идиоты или там какие-нибудь завербованные ими свои товарищи. Так, спасибо за гантелю. И вот следующее, и вам спасибо большое. Я не буду отвлекаться, я хотел мысль закончить, поэтому всех заранее благодарю. Спасибо, Зон. Смотрите, ФСБ взорвала свои дома и сказала, что это сделали чеченцы. Для этого они подняли народ, взорвали дома, и армию отправили воевать. То есть ФСБ фактически ни в чем не участвовало. То есть оно руководило, координировало, все делало, но ответственность никакую на себя не брала. То же самое сейчас происходит в Украине. Путин отправил, теперь это как бы занимается Генштаб, этим занимается армия, что это не дело ФСБ, хотя за всем этим стоит ФСБ. И внутри Украины агентура, как внутри Чеченской Республики Ичкерия агентура, точно так же действует эта агентура. И был расчет на то, что украинский народ поддержит оккупантов, что там у них все на мази и так далее, достаточно заехать один в один, как это было в Чеченской Республике. И тоже Севастьянов такой был у ФСБ Московской области, тогда возглавлял. Сказали, что все нормально, достаточно заехать на танках, чеченцы разбегутся и так далее. Там самые отъявленные головорезы будут сопротивляться, их всех уничтожат и так далее, и так далее. И поэтому ну, план провалился, как известно, были пленные, были разбиты фашистские вот эти орды. То же самое произошло в Украине. Как сказал Джохар Дудаев в своей книге «Бросок», по-моему, ичкерийского волка, по-моему, называется эта книга. Но я ее не читал, я выдержки из этой книги помню, везде распространяется, что украинцы не настолько слабы, как вам кажется. И вот эта ситуация очень сильно подвела. Русским нужно, не только украинцам, оказывается, нужно изучать опыт чеченцев, и что говорил Джохар Дудаев, но также и русским следовало бы изучить. Ну хорошо, что они его ненавидят и не изучают. Но жизнь нужно украинцы прожить так, чтобы через 96 году был убит Дудаев, 26 лет после твоей смерти ты наносил урон врагу. Или же как Степан Бандера, которого уже сколько, 80 лет уже нет на этой земле, все равно он, или сколько лет, его нет уже, они его убили, но при всем при этом его знамя, его идеи живут и побеждают. Поэтому категорически советую ни с кем, вообще ни с кем из русских не общаться, полностью, запретить полностью, выйти из всех этих телеграммов, которые тоже у всех у вас есть эти телеграммы, ни в коем случае не пользоваться ничем российским, все российское, все русское, русское не украинское русское, вот мне сейчас пишет русская, что она всю жизнь прожила в Украине, она русская, и слава Украине, героям слава. Мы не делим русских по национальному, этническому признаку, мы уважаем всех людей. Речь идет лишь о политических русских, как выразился Сурков. Это человек чеченец, да, у него мама русская, папа чеченец, его зовут Асламбек Дудаев, но он является политическим русским, то есть фашистом, то есть имперцем. И для нас нет никакой разницы, Кадыров это имперец, или это русский, или украинец, да, тот же какой-нибудь там Денис Пушилин,
и так далее. Потом я еще хочу рассказать вам, друзья, про кадыровцев. Кто такие кадыровцы? Кадыровцы, не нужно их выделять. Спасибо большое, что Украина уже не называет их чеченцами, ну, кроме Цымбалюка, который знает это и специально это говорит, и это подтверждает мои догадки, что этот овес, пропущенный через лошадь, не зря выступал у Скобеевых там и у разных вот этих ублюдков, что они его туда приглашали, или у кого Соловьева он там выступал, да, и что-то мямлил там, да, и никогда никакого Димаша от него мы так и не увидели, хотя так и ожидалось, да, прямой эфир, там можно было бы что-нибудь такое демаршануть, но нет. Вот этот овес, пропущенный через лошадь, ничего такого не говорил. Так вот, отвлекаясь на то, что вы пишете, я ухожу от своей мысли. Так, по поводу русских, и что мы не имеем в виду всех русских плохими и так далее. Мы все люди, нормальные люди, на правильной, на светлой стороне истории должны быть. Мы должны понимать, что русские также ущемлены. Единственная проблема, что русские очень сильно подвержены пропаганде, и они имеют, ну, свою особенность. Они не любят менять положение вещей, да, потому что, ну, они разобщены, они атомизированы, в отличие от нас, от украинцев. Русские более атомизированы в этом плане. И это, конечно же, в первую очередь, я считаю, что вот именно на русских оказывалось большее давление. При всем при этом голодомор устраивали украинцам, геноциды, те же холокосты были для чеченцев, для других народов, но то же самое, основная масса пропаганды, она направлялась на русских. Их тоже массово расстреливали, не потому что они русские, да, но по другим поводам их находили, поводы, чтобы их расстреливать, репрессировать, сажать и так далее, и так далее. И русским давали вот ихнюю скрепу, такую пилюлю обезболивающего, когда проходили над ними репрессии, что они великие. И тебе достаточно было просто стать на сторону зла, но при этом тебя называли великим, и ты мог начинать считать себя великим. Чеченцам или украинцам не давали такой пилюли, их просто тупо репрессировали, тупо убивали, а русским не давали. И русские как бы потерялись, дезориентированы. И сегодняшнее положение чеченцев в отдаленной степени мне напоминает уже давно состоявшееся состояние, в котором находится большая часть русского общества. Ну, сегодняшнего общества, потому что и русские это тоже очень такое расплывчатое понятие, потому что как таковой нации русской не существует. Русские являются как по типу азиаты, так и кавказоидной расы они есть, и азиатской расы есть, не говоря уже о национальной принадлежности, что очень разношерстная публика. Некоторые русские похожи, ну, чисто на славян, похожи на скандинавов, некоторые похожи там на удмуртов, на китайцев и так далее. Ну, в принципе, ничего плохого, конечно же, против азиат, ничего я не имею в виду, просто я имею в виду, что вот это такая ассорти такое большое из советских граждан, которые очень усиленно пытались превратить, и ну, в какой-то степени удалось это сделать. Так, давайте почитаю, что вы мне тут пишете. Так, слава свободной Ичкерии, слава Украине, героям слава. На сегодня сколько погибло кадыровцев? Я не знаю, сколько погибло. Знаю, что были похороны в Чеченской Республике. Хоронили кадыровцев, сейчас подняли им деньги, единовременно им раньше предлагали 300 тысяч, потом подняли до 450, до 450 тысяч.
не идет, желающих воевать очень мало в Чеченской Республике. Во-первых, чеченцы прекрасно знают, кто такая Россия, что такая Россия, и не рвутся, хотя их всех собирают на площади, выстраивают, там, одевают формы, там, начиная на формы напяливают на стажеров, одевают маски, и все, и вот они встали, попозировали, это они вынуждены делать, вы должны понимать, что Чеченская Республика оккупирована, это как ваша Луганск и Донецк или Крым, даже в худшем положении, потому что Луганск, Донецк они считают русскоязычным, своим, а нас они ненавидят всеми фибрами своей души, что, в принципе, это хорошо, что они нас ненавидят. Очень хорошо, было бы плохо, если бы они нас любили. Но любящих луганцев и дончан, да, лугандонцев, которые сейчас воюют против Украины, мы же их не выделяем в отдельную группу и не называем их лугандонцами или украинцами там, или как-то по-другому. Точно так же и чеченцев не стоит выделять. Это россияне, люди, продавшиеся России. И вот чеченцы, и мы тоже ведем активную работу в этом направлении, тоже ведем пропаганду, объясняем, что там очень все плохо, в Украину ехать не стоит. И это повлияло, вот это все, конечно же, победа украинского воинства, украинского солдата, это очень хорошо остужает не только кадыровцев, но и русских, и бурятов, и остальных. И вообще я за то, чтобы не выделять никакие национальности. Сейчас, знаете, так как у нас у них не хватает мяса, солдат не хватает, всячески сейчас будут пытаться привлекать чеченцев. У нас рождаемость высокая, как известно, на Кавказе. И сейчас Патрушев прилетал к Путину. Я Патрушева, кстати говоря, давно нарек русским Фредди Крюгером. Так что запомните, как зовут этого Патрушева. Этот человек, вероятно, даже похуже, чем даже Путин. И человек очень близкий, очень его доверенный человек. Поэтому нужно понимать, что ни один Путин в этом во всем, сам Путин, Патрушев и там Шойгу какой-нибудь. Нет, это не так. Они все там в этом замешаны, и все одного поля ягоды. Одного поля ягоды. Нужно понимать, что кто бы туда к вам не приходил с оружием в руках, это русская армия, российская армия, ничего, это не путинская война, да, сейчас говорят путинская война там и так далее, и так далее. Но давайте вспомним 95-й год и слова Джохара Дудаева, что после Чеченской Республики планировался Крым, а после Крыма на всю Украину под маркой вот этой славянства после Украины уже шлепнуть Европу. План такой был. Чеченцы мы задержали в какой-то степени, на 25 лет мы задержали, фактически целое поколение украинцев успело свободных, независимых вырасти и не познать вот это зло, вот это горе, которое сейчас познает Украина. И в 95 году про Путина никто не знал. Это план российского империализма. И это никакой не план какого-то там Путина или война Путина. Нет, это абсолютно не так. Не ведитесь на это. Это подмена понятия, где хотят сказать, что Путин один был виноват. Ничего подобного. Я 8 лет назад проживал в Москве и прекрасно помню, как в 2014 году все мои знакомые, друзья, которые никогда в жизни не произносили даже просто слово «Крым», сходили с ума по этому Крыму. Поэтому нужно понимать, что это менталитет тех имперцев, которые проживают в России. И вот они считают, что Украина это недогосударство. Впрочем, также они говорили про нас, что мы не государство, что мы часть России и так далее. Сейчас они это говорят и про Казахстан,
и говорят это про Украину. Ну, все то же самое. Во-первых, исполнители вот этих преступлений против Украины те же самые. Методички, методы, опыт, который они имеют, тот же самый, который у них они приобрели в Чеченской республике Ичкерия, поэтому против Чеченской республики Ичкерия. Поэтому вот такие вот дела, друзья, нужно очень аккуратно подходить. Сейчас позиции полностью, как говорится, мяч на стороне поля у Украины. Ведущие сейчас игроки в этом матче, конечно же, украинцы. И слава Господи, благодарю Бога, что так получилось. Главное сейчас вот это огонь и вода. Вы сейчас проходите, украинцы, вот эти медные трубы, вот эта слава и гордыня, которая может появиться, которая появилась у чеченцев, это я вам тоже буду рассказывать, без стеснения, плохое, хорошее, ошибки, их нужно понимать. И вот эта гордыня, она может, благодаря вот этой гордыне, внутри действующая агентура может разделить братских украинцев, которые вместе вчера в одном окопе сидели, и сделать их лютыми врагами. Это ни в коем случае нельзя допускать. Они извращенные, изощренные просто применяют методы. Ну, просто даже неподготовленному человеку воспринять эту информацию, как они это умеют делать, как они умеют хаять своих, вот этих, ну, как бы, от кого они, да, агент как может себя вести, так сильно, что даже самый ярый патриот не будет так их хаять. Вот как они внедряются. Ложь – это самое главное оружие русских. Это самое главное оружие. Запомните это. Ложь – это самое… Это, конечно же, нужно избегать шпиономании, нужно быть очень аккуратным, очень разборчивым. Но у вас есть спецслужбы, я очень надеюсь, что они профессионально и качественно будут работать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так что вот такие вот дела. Так, мне тут пишут «Слава Украине». Так, героям слава. Когда вы будете писать что-нибудь не «Слава Украине», я все равно буду читать как «Слава Украине», поэтому зря, короче говорят. Так делайте, извиняюсь. Так. Давайте, задавайте, друзья, ваши вопросы, если есть. И я еще могу с вами полчасика посидеть. Слава Украине, героям слава. И после этого слава Украине, героям слава, друзья. Слава Ичкерии, тоже не забывайте нас. Но так, мне мяч подарили. Это, кажется, платно то, что я так разбирался. Вот то, что вы мне присылаете, вот гантели, мяч, это все платно, мне кажется, да? Напишите, пожалуйста, платно это или нет, то, что вы мне присылаете. Ты не ответил. На что, Халим? Халим, респект 95. На что я не ответил? Что по поводу Беларуси? Ну, Беларусь, друзья, Беларусь, скорее всего, может принять участие в военных действиях против Украины, большому стыду и большому сожалению для белорусов, хотя белорусы воюют на стороне Украины, но белорусы находятся в таком же положении, хоть они не воевали 25 лет, как чеченцы, против вот этой оккупации, но фактически без сопротивления они оказались тоже в заложниках. Украинский народ, белорусский народ оказался в заложниках. И вот из славян, из советских славян, можно так сказать, если так можно сказать, украинцы оказались самыми свободными, самыми стойкими, самыми смелыми. Большому сожалению. И знаете, сейчас Луганск, Донецк, у них не хватает у них мяса, и они это мясо будут… Так, Халим, Далсадоль, они будут набирать, они уже набрали, да, первые потери, которые понесли русские, это
лугандонцы, которые были вперед посланы, потом уже российская армия. И сейчас вот этих лугандонцев активно набирают. Более того, они как захватывают новые территории. Украинцы же бегут, мирные жители в разные стороны бегут, захватывают этих мирных жителей, украинцев, делают из них армию и посылают их сражаться против своего народа. Так что убегать украинцы от армии, от своей армии, это еще не спасение. Тоже понимаете это. Если вы проиграете, вы все равно не спасетесь. Лучше сражаться против оккупанта и быть героем, чем потом сражаться и быть теми лугандонцами или теми же кадыровцами, которые воюют уже как солдаты империи, и никакой чести им, никакой хвалы, ничего им не будет. Плюс их дети и внуки будут порабощены. Представьте, вот какая судьба, когда приходит вот такая страшная империя. Поэтому это нужно все понимать. Это все нужно понимать, друзья. Будьте осторожны. Так, зачем нам грузинский флаг? Так. Сердце из пальцев. Баркал. Халим, напиши, пожалуйста, это платно то, что ты присылаешь? Или это вот эти мячики, вот это то, что ты присылаешь? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, нохчи борз. Ва алейкум ассалам, нохчи машвовый. Да, баркал далса, Халим. Так, слава Украине, героям слава. Задавайте, друзья, свои вопросы. Я буду по мере возможности на них отвечать. Так, кто у нас? У меня здесь кто-то появился. Гамбургский какой-то был. Убежал быстренько. Сундук с сокровищем 200. Да? Сундук с сокровищем 200. Так. Отправил. Ага. Дуже дякую, как говорят наши братья-украинцы. Поэтому Украина, тот уровень того респекта, который вы заслужили, да, я закину видео, короткое видео, здесь я в Гамбурге выезжал перед филиалом нашего университета гамбургского, опустили немецкие флаги и висят украинские только флаги. Доброго вечера, как говорится, мы с Украины. Дякуем тебе, брат. Взаимно, взаимно. Ассаламу алейкум. Как ты думаешь, что будет с Чечней? Чеченская республика Ичкерия будет деоккупирована. Ва алейкум ассалам. Чеченская республика Ичкерия будет деоккупирована. Но перед тем, как она будет деоккупирована, Россия должна получить поражение. Экономика России, еще не все просто поняли, что происходит. Вообще такого государства, как Россия, Российская Федерация, я об этом уже несколько месяцев уже, даже может быть год-два об этом уже отлично осознал это, еще до нападения. Сейчас просто происходит развитие всех этих событий. Такого государства, как Российская Федерация, уже не существует, друзья. Вот, чтобы вы понимали, это может показаться какое-то такое там слишком смелое утверждение и так далее. Нет. Как лавина, спускающаяся с гор, так система в мире меняется. Система мироустройства меняется. Как за несколько лет до развала Советского Союза решение о развале о прекращении существования Советского Союза было принято, и все шло к тому, чтобы Советский Союз был демонтирован. То же самое сейчас происходит с Российской Федерацией. Того государства, которое мы сейчас наблюдаем, которое прописано в Конституции их, его уже не существует. Об этом просто не объявлено еще публично, но и ведется работа по изменению уже российско-федеративного устройства. Сейчас идет подготовка к этому.
И в России, конечно, многие этого не понимают, многие не следят, не интересуются всеми этими вещами, как мы этим занимаемся. Поэтому, ну, думаю, через месяц, два, три в России будут прекрасно все понимать. Прекрасно, уже все будут понимать. Уже многие догадываются и так далее. Но в любом случае Россия перестанет существовать. Халим Даасаюэль. И в таком случае возникает ситуация по Чеченской Республике. Мы такое же государство, как Украина, как страны Балтии, Грузия, Азербайджан, Армения и другие государства, которые вышли из Советского Союза. Чеченская Республика Ичкерия вышла из состава Советского Союза. Никогда мы не входили добровольно не в Советский Союз, но мы вышли в соответствии и с советскими законами, и с международным правом по решению Верховного Совета Советского Союза, это того органа, высшего законодательного органа Советского Союза, на основании его решения, благодаря человеку мира Сахарову, который лоббировал этот интерес. Ну вот личности, да, один русский играет историческое значение, хотя его роль, конечно, в русском обществе, она еще далеко недооценена, далеко-далеко. И мы как государство, которое оккупировано, временно оккупировано, получим свою независимость. Конечно же, для этого нам нужно будет помочь международному сообществу, нам нужен будет протекторат, нам нужна будет помощь. У России сейчас арестовано 300 миллиардов долларов, которые, конечно же, сейчас будут идти на помощь Украине. Они должны идти на помощь нам, нашему государству. Нам нужна в первую очередь судебная система. Я очень надеюсь, что Европейский суд по правам человека выделит для нас отдельное окно, или это будет какая-то другая форма помощи для судопроизводства, чтобы чеченцы могли отправлять свои тяжбы в справедливом, нормальном суде, пока наши кадры будут готовы. Я советовал бы и украинцам то же самое сделать, хотя у украинцев есть подготовленные судьи. Ну вот я из-за коррупции имею в виду, которую нужно бороть, а во время военного действия, во время войны, это вообще-то очень тяжкое преступление. Это, вплоть до высшей меры это тянет, это преступление. Коррупция, я имею в виду. Коррупция – это бич любого государства, и ни одно нормальное государство не станет таковым, если у нее будет вот эта коррупционная составляющая. Нам нужно будет провести парламентские выборы, президентские выборы и избрать себе президента, парламент, ввести миротворческий контингент, пускай это будет украинский, пускай это будет грузинский, какой угодно, как сейчас наши миротворцы, чеченский батальон в Украине, уже их несколько. Также уже когда война закончится, когда русские вынуждены будут, и чтобы у нас не было массовых судов линча по отношению к этим кадыровцам, и не только кадыровцы, там есть еще тоже нужно понимать, что есть люди, которые против Кадырова, очень сильно против Кадырова, но за Россию. Такие тоже есть, потому что кадыровцы, тоже, что было понимание, то, что там происходит. Кадыровцы – это по большей части те люди, которые вчера с оружием в руках выступили против фашистской России. Не по большей части, но есть там определенный костяк вот этих людей, которые воевали против России. Дудаева пытались свергнуть. Это завгаевцы. Так вот, сейчас, когда при помощи завгаевцев русские хотели свергнуть Дудаева, законную, независимую, свободную власть чеченского народа, им это не удалось, и русским самим пришлось, неся колоссальные потери, цифры неточные, но
минимум это 80 тысяч убитых русских оккупантов всех национальностей, до 200 тысяч цифры варьируются погибших русских оккупантов в нашей стране. И русские посчитали, что делать ставку на завгаевцев это не очень надежно. И были вытащены люди, которые были как агенты внутри нашего сопротивления, как Ахмад Кадыров, это папа Рамзана Кадырова, ну так и другие товарищи. Потом непосредственно бойцы. Ахмад Кадыров это был агент, внедренный в наше сопротивление, в нашу власть Чеченской Республики. Он был доверенным, близким человеком Аслана Масхадова, президента Чеченской Республики Ичкерия, которого русские убили. И вот, которые окружили и предложили сдаться. И он предпочел смерть плену и не попал живым в руки фашистам. И вот эти завгаевцы, они выступают против кадыровцев. И аргумент завгаевцев, ну условных завгаевцев, Завгаев, он там где-то там есть алхановцы, там несколько фамилий таких одиозных. Аргумент завгаевцев, условных завгаевцев, это, или алхановцев их назовем, это то, что они всегда были за Россию, еще со времен Дудаева, никогда не выступали с оружием в руках против России, а кадыровцы это вчерашние боевики, которые перешли на сторону русских, и вот им нет доверия. Вот такой аргумент они представляют для своих русских. Я их называю, как их называл Дудаев, предателей, это клопы, клоп. Но так как у нас уже разновидность этих клопов появилась, то есть клопы кристально чистые, это завгаевцы, это клопы, которые вот святые клопы, которые вот за русских всегда были, и не кристально чистые клопы, замаранные такие, полуклопы. Вот такие вот дела. И вот здесь мне ночью задают вопрос, то есть мы разделились на три части. К большому сожалению, ночи, и это не предел. Есть это деление идет среди них. Потом разделение произошло и среди свободных чеченцев. Чеченцы свободные разделены на религиозных, да, ваххабиты их называют, и нерелигиозных, светских чеченцев наделяют. Причем и светские, и религиозные, они оба мусульмане. И это разделение между вот этими внутри свободных чеченцев, оно может, в принципе, походить на оппозицию. Они, главное, не предатели, ни эти, ни эти. Но проблема в том, что религиозных наших свободных людей, чеченцев, ими можно манипулировать, так как среди религиозных очень много агентуры. Я поясню, что я имею в виду. Когда Ахмад Кадыров пришел к власти, когда вот началась Вторая русско-чеченская война, была сделана ставка на Ахмада Кадырова, близкого соратника Аслана Масхадова, да, совершенно верно. Бандеровцы для них как ваххабиты. Вот они так их обозначают. Ну, не совсем так даже. Сейчас я поясню. Смотрите, когда Ахмад Кадыров пришел к власти на русских штыках, он представил ситуацию, что он борется с радикальными мусульманами, с ваххабитами, и что вот это спасение для чеченцев. И на самом деле некоторые вещи, которые делали эти ваххабиты, они в чеченском понимании, в чеченской культуре, они не соприкасаются, никак не подходят. Но, там, например, жениться на своей двоюродной сестре, как разрешает, там, например, ислам. А у чеченцев, даже если это даже там отдаленные какие-то родственники, это не приветствуется, хотя происходит и такое, но даже дальние, троюродные, четвероюродные, там, пятиюродные, это считается тоже нежелательным для брака, вот это родство. Так вот, вот этот ваххабизм, я со всей ответственностью заявляю, ваххабизм
идеология этого ваххабизма, этого религиозного течения, было внедрено для того, чтобы эту часть чеченцев поднять против этой части, чтобы между ними было разделение. Они одинаково 5 раз в день молятся, они сунниты и все такое, но нужно было какое-то разграничение среди чеченцев. И это вот внедрение вот этого вместо так называемого традиционного ислама было хоть каким-то разделением. И вот этот ваххабизм, он легко принимался чеченцами. Во-первых, чеченцы очень верующий и очень наивный народ, очень простой народ. Мы сами не любим врать и не любим, когда нам врут. И поэтому мы привыкли доверять. Особенно, если это касается религии. Потому что для чеченцев очень трудно понять, что бывают люди с длинными бородами, говорят много религиозной риторики, но они являются абсолютными лицемерами. И трудно, реально трудно в это поверить. Да? И я могу на себе это сказать. Мне тоже было трудно в первое время понять, да, что такие люди все-таки есть на этой земле. И легко было принять вот эту ваххабистскую идеологию, которую нам внедряли, так как духовное управление мусульман Советского Союза, как и христианская церковь, и иудаизм в Советском Союзе, это все было отделом КГБ. Тогда это было КГБ. И мы понимали, что и мулла, и муфти, все работают с властями, и они постукивают, и так далее, и так далее. И новое течение в религиозном плане, оно было принято так, как было отторжение от КГБшного всего, от всего русского. И фактически от своих настоящих устоев тоже отказывались. Главное, чтобы как-то И Кадыров на этой волне стал выступать защитником традиционных мусульман, традиционных семейных традиций чеченцев и так далее, и так далее. И фактически среди агентуры ваххабизма в руководстве были агенты влияния или действующие агенты российских спецслужб. И, как выяснилось, в лице Ахмада Кадырова среди традиционных тоже оказались такие же агенты российских спецслужб. Поэтому это как и урок для украинцев, чтобы вы тоже понимали. Вас сейчас тоже выделяют группу как нацисты. Это можно сравнить в определенной степени как ваххабисты. Но выделяется не только как нацист. Да? Они же не из-за того, что ты там ярый какой-нибудь, да, таких нацистов в Украине фактически нет, хотя, наверное, найдутся такие отмороженные и нацисты тоже, но это может быть там по пальцам этих людей можно просто перечесть. По большей части все люди, кто выступает против оккупации, они автоматически заносятся в список нацистов, ваххабистов, ведь у нас было сопротивление, которое не контачило с ваххабистами, но точно так же сопротивлялась России. Но их всех русские называли ваххабитами, террористами, исламистами. Так вот эти нацисты сегодняшние, да, так называемые нацисты, бандеровцы, так называемые, они, все украинцы, кто будет выступать против оккупации, против бомбардировок Мариуполя, против бомбардировки роддома, убийство мирных граждан. Все эти люди будут автоматически заноситься нацисты, в списки нацистов. И вот такое деление будет происходить. Но это о другом. Я сейчас о чеченском вот этом сопротивлении. И что еще произошло? Внедрение полезных идиотов, внедрение своей агентуры идет как на религиозной вот этой почве, так и в светской этой почве. Когда Кадыров перешел на сторону русских, да, человек, который придерживался традиционных взглядов, традиционной религии чеченцев, то чеченцы, которые были
не за ваххабитов, не за вот это радикальное течение этого ислама, они были против России, но против ваххабитов. И когда Кадыров выступил и стал на сторону России, автоматически он открылся, он раскрылся, и после этого остались чеченцы, которые, они против России, это свободные чеченцы, но они еще и не сторонники вот этого радикального ислама. Радикального ислама. Некоторые успели побывать в этом радикальном исламе, насмотреться на то, что они там творят, и выйти оттуда. Остались свободными противниками, свободными чеченцами, противниками имперской России, фашистской России, но при этом они, и уже побывав там, среди ваххабитов, они как бы разбираются в этом плане. Среди таких людей у меня есть товарищи. Я не могу сказать, что я был каким-то таким рьяным таким исламистом, но вот эта ваххабистская идеология, она меня тоже коснулась, я тоже ее изучал, смотрел, примерял, да, и до тех пор, пока наше сопротивление, а я ориентировался на наше сопротивление, потому что можно говорить все, что угодно, но с оружием в руках защищают, ну, на самом деле, хотя и там тоже бывали агентура, но можно с большей уверенностью сказать, что вот эти люди точно стоят на тех позициях, которые тебе близки. И вот религиозное вот это течение, а на войне, как известно, неверующих не бывает, вот это религиозное течение, оно как бы захватило умы, в том числе и нашего сопротивления. При всем при этом они не становились никакими ваххабитами, они были мусульманами, они больше молились, больше уделяли время религии, но представлялись они какими-то ваххабитами всему миру, фашистской России. И вот такие вещи, очень важные вещи, очень сложные вещи, нужно нам изучать, нам, чеченцам, это нужно в первую очередь. И это нужно очень важно украинцам, чтобы вы тоже понимали. Потому что методички те же самые, методы те же самые, персоналии те же самые. Поэтому будьте аккуратны, чеченцы. И я думаю, чеченцы придут к консенсусу, какому-то консенсусу. Единственное, что нам нужно сделать, как нам сейчас навязали идеологию пути Ахмада Кадырова, нам нужно выбрать путь, единственный верный путь, который приведет нас к свободе, здравый, интеллектуальный путь. Это путь Джохара Дудаева, отца-основателя нашего государства, который фактически все уже нам сделал. Нам трудно или нет, нам нужно придерживаться этого пути. Это реально, это грамотный путь, это путь к решению наших проблем, установления нашего государства, освобождения нашего государства, привлечение к ответственности военной и политические силы фашистской России. Это единственный путь, по которому мы можем двигаться. Спасибо еще раз за тем, кто мне тут опять кто-то что-то, пончик прислал, чтобы я, наверное, поправился. Спасибо. Анзор, если выиграет Украина, вытолкнут с земель своих, выиграет войну, может и вместе и Чечню освободить. Анзор? Я не Анзор, если это ты мне. Здравствуйте, здравствуйте, Украина. Так, давайте я почитаю, что вы тут еще написали. Что значит ваххабиты, меня тут спрашивают. Ваххабиты это течение, это религиозное течение, которое проповедовал человек по имени, как говорят, Аль-Вахаб. Назвали этого человека, и это такое, это масхабы. До того, как появилось это течение ваххабизм среди нас, у мусульман есть разные масхабы. Я просто всех этих тонкостей, деталей не знаю. Я не религиозный проповедник, но я могу однозначно сказать, любой человек, который не мешает другим,
исповедовать свою религию, не мешает, не навязывать свою религию, имеет право исповедовать по нашим законам, в соответствии с чеченскими законами, чеченской конституцией, любую религию. Как хочет он может молиться, что хочет он может делать, и никто не вправе ему запрещать. В религии нет принуждения. Поэтому эти люди должны, каждый человек имеет право исповедовать религию, как он считает нужным. Но на настоящее время, в современном мире, религия и государство должны быть отделены друг от друга. Религия должна не облагаться налогами, она должна быть абсолютно свободная. Человек и Бог, это между ними не должно стоять ни государство, ни кто-либо. Он сам должен верить, как он хочет исполнять свои религиозные обряды. Ему в этом никто не должен мешать. Но при всем при этом религия не должна лезть в политику, в ту политику, где государство строится, но на такой юридическо-правовой основе в соответствии с международным правом. Если что-то не устраивает какое-либо государство, у этого государства есть право не участвовать в этом. И все. Да. Но для того, чтобы быть полноценным государством в этом открытом мире, нам нужны коммуникации, нам нужно общение, нам нужны технологии, нам нужны знания. И в этом плане нам очень много что нужно сделать. Так, давайте почитаю, что вы мне тут пишете. Так, я тебе пишу. Так, отлично. Так, может, ты раньше что-то написал, патриот? Нам нужен кавказский халифат. Нам не нужен кавказский халифат. Для того, чтобы... Давайте поговорим вот об этом, о том же Кавказской конфедерации, которую строил Джохар Дудаев и Зviad Gamsahurdia, грузинский президент. Так вот, друзья, объединение всего Кавказа, я поддерживаю эту идею, я, конечно же, за то, чтобы мы объединились, чем нас будет больше, тем мы будем сильнее и так далее, и так далее. Это очень хорошая идея, и она должна быть реализована рано или поздно. Другой вопрос, вот ты говоришь халифат. Халифат подразумевает только исламское обустройство государства, то есть оно будет не светским, оно будет не признано международным сообществом, а оно будет исламским каким-то халифатом. В таком случае на нашей территории проживают, имеется в виду на кавказской территории, проживают такие народы, как осетины, такие народы, как грузины, такие народы, как таты, горские евреи, ну и разные другие. Ну, допустим, у тат нет своего государства, они находятся в наших республиках, но есть грузины, есть осетины, и они тоже часть нашего кавказского сообщества, и идея создания конфедерации горских народов принадлежит грузину и чеченцу, да, ну и не только им, Дудаеву и Гамсахурде. Поэтому строить теократическое государство это, ну, путь в никуда. Мы не строим такое государство. Тем более мы не можем заставлять наших соседей присоединяться к нам. Я так полагаю, если мы избираем одного амира, халифат это один амир, с чем я не согласен, что будет один амир, который будет там всю свою жизнь править. Я с этим в корне не согласен. Для того, чтобы было такое развитие для нашего государства, нужно изменить конституционный строй. У нас есть конституция, которую менять нельзя. Это должен делать, конечно же, народ только на всеобщих выборах и так далее, и так далее. Поэтому построение что-то нового на месте нашей Чеченской Республики Ичкерия, которую уже заложили, построили, заплатили жизнями 300 тысяч своих граждан, то есть 30% от числа наших граждан,
строить что-то новое, ну, это контрпродуктивно. Так, давайте посмотрим дальше. Абдуль ибн Вахаб. Я имел в виду как союз турков-туран. Ну, знаете, так, привет, Аслан, привет, привет. Знаете, построение Турана, это, конечно, для турков, может, какая-то там своя имперская какая-то идея, но мы сейчас боремся с русской империей. И иметь отношения военные, конфликтные отношения с турками, с которыми мы никогда ранее не воевали, да я вообще не имею никакого желания. Ну и также я не имею ни малейшего желания входить в какую-либо империю. Я хочу, чтобы мы были равны. Я не хочу, чтобы наша культура задвигалась. Я могу сказать про чеченцев, которые депортировали по приглашению, можно сказать, депортировали, можно сказать, там насильственно или по добровольному. Чеченцы, которые попали в Турцию, они обтуречились. Чеченцы, которые попали в Иорданию, они остались чеченцами. Это говорит о том, это во время халифата тогда чеченцы туда переселялись, когда жили мусульмане и так далее, и так далее. И это говорит о том, что ассимиляция у турков больше, чем у иорданцев, то есть у арабов происходит. Потому что и туда, в Иорданию, и в Турцию те же самые чеченцы уезжали, да, имеется в виду по национальности чуть раньше, чуть позже, но при всем при этом иорданцы остались иорданцами, а турецкие чеченцы даже свой язык забыли многие, не говоря уже о многих других вещах. Хотя, конечно же, мы их всех любим, и не только чеченцев, которые живут в Турции, любим всех. Но при всем при этом мы должны понимать, что нам никакая новая империя, будь то Российская империя, будь то Китайская империя, или Турецкая империя, или Персидская империя, нам никакая империя не нужна. Мы самодостаточный народ, который должен быть признан международным сообществом как государство, и мы должны воспитывать своих специалистов, которые будут отстаивать национальные интересы чеченского государства и ее граждан. Так во всем мире, так все во всем мире происходит. Так должно быть и у нас. Другого выхода просто на сегодняшний день сложившееся положение вещей в мире по-другому быть не может. Так, Пантер, спасибо. Так, давайте почитаю ваш комментарий. Ассаламу алейкум, привет из Швеции от чеченцев. Алейкум ассалам, машуэ. Ни в коем случае, только свободная Ичкерия и больше ничего. Абсолютно ночи. Вот, Аслан, можешь пригласить меня в свой эфир? Я уважаю тебя с большим уважением. Баркалдерес хуйлон саваш. И давайте я сегодня просто не хочу ни с кем вести вот этот диалог. Я обязательно буду выходить, пока меня не забанят. Если меня забанят, еще раз, всех, кто сейчас меня смотрит, зайдите на мой канал Аслан Арцуев и подпишитесь на этот канал. Распространяйте наши видео и максимально привлекайте, чтобы у меня там тоже набралось 1000 подписчиков, там около 200 сейчас, и 150 где-то вот так может быть. 1000 если наберется, мы сможем тогда общаться, чтобы если меня забанят здесь, я мог выходить в другой эфир. Так. Аслан дал Монгола Тюэла. Вот такие вот, друзья. Так, вы не ставите лайки, я смотрю, лайки убавились вообще. Ну, вы, ребят, даете. Вообще. Так, друзья, ну да задавайте вопросы. Или я уже пошел. Так, 1 лайк, 2 лайк, 3 лайк. Ну,
Ну, выпрашиваю, я не знаю, что это значит. 6300 вы мне лайков поставили, я не знаю, что это значит. Но раз ставят, значит ничего лишнего, плохого нет. Ты от своего имени говоришь, это только твое мнение, и все, ты кто вообще, чтобы тебя слушали. Меня зовут Орти Аслан из Тайпа Нашхо, Муцарюштар. Этого достаточно? Добрый день, Асан. Добрый, приветствую вас. Который далеко всего. Мы свободная нация. Абсолютно верно, мы свободная нация. Так, лайки пошли усиленно. Сейчас полайкаем. Тоже дякую. Вы лучше вопрос задавайте, чтобы я мог вам что-нибудь рассказать, потому что еще, ну ладно, еще 15 минут посижу. Вот сколько лайков пошло. И подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Реалити канал называется Reality HRTI. И вот этот канал Reality HRTI. И второй канал Аслан Арцуев называется. Так. Отправляем лайки. Да, нормально так, ви залайкали. Дуже дякую. Будешь рад узнать брата. Я подписан и всегда смотрю. Баркал ночи, баркал. Да, 777, Ивар. Посмотрим. Мы как-нибудь пообщаемся, только не сегодня. Кадыровский дон что означает? Ну, дон это ничего не означает. Это слово такое, паразит, да, в слове языке. Дон, ну, вообще-то он говорит дюрон. Дюрон, ну, если дословно перевести, дюрон это как бы я прошу, что ли, или вот что-то такое. Это просто слово паразит, оно ничего не значит. Есть же, да, вот как дагестанцы говорят, есть же, вот типа это такая же фигня. Ассаламу алейкум раматуллахи баракату. Ва алейкум ассалам. Нам все интересно, что вы рассказываете. Спасибо большое. Задавайте, буду рассказывать. Вопросы задавайте, буду рассказывать. Не скрывая себя. Хорошо, в следующий раз мы с тобой обязательно поговорим, не скрывая себя. Пообщаемся. Поэтому первое, начинал я с чего? То, что украинцам не нужно вообще никаких диалогов вести с этими оппозиционерами, так называемыми русскими. От них толку никакого просто. Никакого. Ничего они не решают. Они занимаются разведывательной деятельностью. Вот сидят и прямо вот Фейгина слушаешь, он разговаривает, и ему Арестович говорит, да мы их там побили, у нас сегодня 2 самолета мы сбили. А я смотрю на глаза Фейгина. Не то, что Арестович, не на Арестовича, а на глаза Фейгина. Он да, поддерживает, а в глазах прямо все у него переворачивается. Ему же это неприятно, как, думаю, Арестович не понимает или специально это ему так говорит. Поэтому они будут все, что угодно делать. Этот Фейгин еще был депутатом, я не знаю, за какие заслуги, за какие политические способности его делали депутатом в первую русско-чеченскую войну. Он приезжал там и брал интервью у Дудаева или Масхадова, по-моему, Масхадова он общался, как депутат. Но тогда, видимо, направлялся человек как для разведки. Ну и сейчас он занимается тем же. Абсолютно стопроцентная ложь, что на территории России, фашистской России, можно вести какой-то канал, что у него будет 500 тысяч просмотров, что он будет там называть Путина каким-то ублюдком, там, выродком и так далее, что он будет таким ярым оппозиционером и его не будут трогать. Это фейк. Я жил в этой России, я знаю, что там, что можно говорить, что нельзя говорить. Как только вы попадаете в разработку, вам хана. Если у вас есть там 500 тысяч или 100 тысяч подписчиков, 30 тысяч подписчиков, вас сразу же по башке как настучат так, что мало не покажется. Поэтому верить каким-то Навальным,
каким-то не бутербродом там, и так далее. Это все, это имитация. С другой стороны, Запад, который все это время видел, вот сейчас Байден назвал Путина военным преступником, кровавым диктатором, там, ублюдком конченным, это я уже от себя, но фактически многие годы мы об этом твердим. Мы об этом твердим, от нас убегают, от нас отворачиваются, с нами не хотят говорить, но в конце концов теперь Байден это сказал. Мы говорили, Путин террорист, Путин военный преступник, Путин убийца и так далее, и так далее. И сейчас начали говорить. Все русские либерасты, когда мы это говорили, от нас воротили хвост. Форум «Паскудной России», раньше он назывался форум «Свободной России», Каспаров, Ходорковского, тоже какого-то этого ублюдка Ходорковского приглашаете. Вы что вообще делаете, украинцы? Это конченый матерый КГБшник имперец. И этот КГБшник имперец сейчас как бы пускает слезу у Гордона. И Гордон тоже чуть не подплачивает им. Ну что вы несете? Вы что, ребят? Ладно дело, войны не было, вы там какие-то там шуры-муры с этими русскими налаживали. Все, война, большая война, экзистенциональная угроза, экзистенциальная. Все, или вы, или они. Вопрос стоит так. Джохар Дудаев тогда же не зря говорил, на непримиримых сойдется Россия и Украина. То есть на непримиримых позициях. Для того, чтобы сохраниться Украине нужно просто победить. Чтобы сохраниться России, так как история Украины – это история России, украденная у Украины, у России нужно победить. Одно из двух. Кто-то из вас должен перестать существовать. Это нужно четко понять. Не получится так, что будет Россия и будет Украина. Так не будет. Украина должна забрать свою историю. Она не должна ее забирать. Она должна прожить своей историей, но свободно. А Россия, которая будет отдельно от Украины, она не сможет пользоваться этой историей Украины. Понимаете? Все, значит, нет никакой России. Российская Федерация, как образование, оно уже все перестало существовать. Это буквально скоро мы узнаем. В этом году мы узнаем. Через 10 лет мы узнаем. Ну, конечно, даже быстрее. Но Российская Федерация перестала существовать. Российская империя, в том понимании, в котором каждом русском она находится, она может называться Советский Союз, она может называться Российская империя, Демократическая Российская Федерация, но при всем при этом у нее всегда история Украины. Без истории не может существовать государство. А если Украина будет жить раздельно, свободно и пользоваться своими историческими персонажами, своими историческими датами, своими вот этими всеми вещами, которые горда и богата Украина, она будет этим пользоваться, автоматически соседнее государство, которое повторяет, оно автоматически будет нивелироваться, все, что оно будет там говорить про Киевскую Русь, про все остальное. Потому что у соседнего свободного государства этого нет. Оно их все, вот у этого соседнего государства. И поэтому, не потому, что вы хотите победить Россию, вы же не нападали, это дураку непонятно. Потому что на вас напали, и ваше существование, угроза, просто ваше свободное существование, это угроза существования фашистской России. Поэтому они от вас никогда не отстанут. Вы это должны четко, ясно понимать. И ни с какими там Ходорковскими, Фейгинами, Мейгинами, не надо ни с кем с ними общаться. Друзья, поймите это. Это очень важно. Вы доминант. Вы в славянском мире, даже не постсоветском, да, и Польшу возьмем, и Сербию возьмем, естественно, вы только остались настоящими свободными. Это говорит о чем? О том, что зерно настоящих свободных славян зарождалось в Киеве, там, где носители вот этой свободы,
вот этого кода свободного, генетического, которые сейчас гибнут, мы говорим о гибели русских, гибнут ведь лучшие из лучших украинцев, гибнут женщины, дети, и лучшие солдаты гибнут Украины, лучшие сыны Украины. Вот какое. И это зерно ваше свободное похоже на зерно свободной Америки, которая также зарождалась от британской короны, освобождалась. И это зерно, в чем мы находим между нами связь. И Америка, свободная Америка, и свободная Украина, и свободные чеченцы, свободные чеченцы. Вот и мы, чеченцы, академики в этой свободе. И вот на чем зыждется и ваше государство, сила вашего государства, и американского, и сила нашего духа и стойкости, которую мы проявляем по сегодняшний день. Хотя мы пребываем в пропаганде, нас не могли победить силой, нас не смогли заставить покориться силе, нас начали обманывать. И обманом нас вводят в разные свои нужные направления. То же самое будет по отношению к вам. Вот как это все выглядит, друзья. Так, почитаю ваши комментарии, друзья. Ты вообще где живешь? Я живу в Германии. Слава Украине, Ичкерии, слава Джахару Дудаеву, слава Джахару Дудаеву, слава. Героям слава, дуже дякую. Доброго дня. На Ют Реалити можно под стримом закрепить новый Ют канал. Доброго дня. На YouTube канале Реалити можно под стримом закрепить новый YouTube канал. Да. У меня вот на этом канале Реалити есть прямо ссылка. Вот вы заходите на мой профиль, там написано Реалити HRCI. Вот это и есть мой YouTube канал. Там очень много видео, уже там 3-4 года. Вот это все вы можете смотреть. У меня есть там чат, рулетка, стримы, исторические формирование чеченского государства, истории там есть, там, в сообществах можете посмотреть. В сообществах у меня есть мной озвученная книга «Народоубийство», убийство чечено-ингушского народа, народоубийство в СССР, профессора Абдурахманова, Абдурахмана Автурханова. Это величайший советолог, русолог, человек просто невероятного склада ума, чеченец, он похоронен здесь, в Германии, в Мюнхене, он умер здесь. Вы можете посмотреть то выражение «империя зла», которое стало крылатым, которое использовал Рональд Рейган, было сказано Абдурахманом Автарханом в своей книге, и Рональд Рейган, который читал его книги и изучал Советский Союз по его книгам, использовал вот это выражение. Я являюсь поклонником всех его трудов Абдурахмана Автарханова, и вам всем советую прочитать, украинцам в том числе, в первую очередь украинцам, ну, конечно, и чеченцам в первую тоже очередь. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Так, все правильно, да, это правда. Дуже дякую. Вы знаете еще Шевчука ДДТ? Да, конечно, знаю Шевчука, человека с украинской фамилией, который приезжал в Первую русско-чеченскую войну поднимать дух своим оркам и в разрушенном Грозном пел песни, поднимал дух. Сейчас он выступает как бы за Украину, может быть, в нем говорят его корни, и, ну, это хорошо, если это так, но я россиянам никому не верил бы на вашем месте. Никому. Единственный человек, вот из всех, кого я вот перелопатил в своей голове, я все время находился вот в этом русском информационном поле, и меня это жизненно касалось, поэтому меня это очень интересовало. Это я доверяю Александру Сотнику, я доверяю Борису Стамахину. Ну вот, по-моему, на этих двух людях, может быть, если я могу
ошибиться, могу кого-то не вспомнить. Есть еще пару фамилий, но я к ним пока еще присматриваюсь. Ну вот за этих двух людей, я очень надеюсь, что я не ошибаюсь в этих двух людях, но вот я этим людям доверяю. Если я ошибаюсь, значит я тоже совершу ошибку. Больше никому в России, никому. Вот я Курочкиным доверяю, Андрею и Инне, которые сейчас активно начали освещать тему чеченской проблемы и так далее. Но это из новых. Ну и вот Сотник и Стамахин, которым я доверяю. Стамахин у вас, кстати, в Украине. Он ездил в Чечню. Да, ездил. А вы поддерживаете нацизм? Нет, конечно. Как я могу поддерживать нацизм? А почему мои комментарии удаляются? Правда не нравится? Не захлебнитесь во лжи. Если русские до сих пор не захлебнулись во лжи, то я думаю, вам ничего не грозит, не захлебнетесь. Очнитесь, откройте глаза, россияне. Здесь юзер пишет. Слава Украине, героям, героям слава. Знаете что, вот вы пишете, очнитесь, откройте глаза. Не откроют они глаза. К большому сожалению, это все нами пройдено. Не откроют. Они откроют глаза, когда потоки гробов пойдут. И вот тогда они начнут открещиваться. И когда закрывать границы будут, когда начнут возникать большие проблемы, да вот тогда они начнут называться украинцами, татарами, мордвой, кем угодно, но не русскими. А так они не поймут. Как считаете, Илларионов правду говорит? Сложный вопрос. Человек, который работал советником президента Путина тогда, когда Путин взрывал русских в своих же домах, сейчас, конечно же, Илларионов говорит правильные вещи, хотя не всегда он угадывает прогноз, вот, что война в Украине будет широкомасштабная, он не угадал. Но при всем при этом некоторые вещи очень правильно расставляет акценты Илларионов. Но человек, который работал при Путине, такие как оппозиционер Милов, Яшин, там тоже, Илларионов, ну, эти люди, ну, по крайней мере, их нужно под микроскопом рассматривать и близко не подпускать их к каким-нибудь там управлению и какой-нибудь пропаганде. Хотя Илларионов очень частый гость на украинском телевидении, там его постоянно одни и те же, правда, приглашают, ну, приглашают, там его спрашивают и так далее. Украинцы, лучше перебдить, чем, как говорится, недобдить. Ну, как Сотнику и, конечно же, и как Стамахину я не доверяю Илларионову. Всему свое время. Вони просто терпилы, все. Поживем, увидим. Украина, вы уверены? Уверены в чем я? Вы спрашиваете, в чем я уверен, спрашиваю. Нет, потоков не будет, они же их не забирают. Не будет. Но будет, понимаете, когда не выходит на связь, да, убитый где-то, лежащий в поле украинском орк, то жены начинают волноваться, матери начинают волноваться, хотя по большей части им некоторым плевать на это, на все, но нужно понимать, что все-таки, так, мое время уже заканчивается, нужно понимать все-таки, что люди, есть, конечно, есть и животные, а есть и нормальные люди, у которых и душа болит, и переживают, и так далее. Но то, что вы будете показывать, например, срочников или там пленных, и они будут говорить, выходите на митинги и так далее, это бесперспективно. Вы показываете, что вам что-то нужно от этих русских, что вот вы нуждаетесь в этих митингах там, и так далее, и так далее. Поэтому тоже бесполезно, особенно если вы им прямо говорите на камеру, он это говорит, видно, там, подсказывает, рядом сидит украинец, говорит, пускай уходит на митинги там, и так далее. Это говорит о том, что это вам нужно. Как только мать или жена пленного начнет призывать к митингам, ей покажут это видео и скажут, ах, ты, значит, на врага работаешь. Все, ее аргументы сразу, она враг народа, ее можно
вплоть до уничтожения. Поэтому это тоже бесполезно. Показывать нужно устраивать из этого шоу, привозить матерей, выдавать, только матерям мы будем отдавать и трупы, и пленных, там, и так далее. Но пленных пока отдавать не надо, потому что можно какую-нибудь часть привезти, показать, что вот ту часть какую-то срочников каких-нибудь отдать, потому что ваши пленные у них находятся, и ваши территории, которые захвачены, считайте, это ваши люди, которые тоже сейчас находятся в заложниках у фашистской России, и это тоже нужно понимать, и вытаскивать своих нужно будет обязательно. Обязательно. Так, как вы думаете, есть ли шанс на перемирие? Спасибо за ответ. Нету никакого шанса, не верьте им. Они не отстанут от вас. Это все брехня, это все ерунда, которую они сейчас несут. Что вот они будут договариваться. Нет, их задача ваш уничтожить. Наш президент Масхадов был убит, вызванный на переговоры. Попытались его пленить и был убит на переговорах. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Мне звонят здесь, очень настырно звонят, поэтому я думаю, не верьте, не верьте, не верьте. Самое главное оружие фашистов из Кремля, из Запоребрика, это ложь, это обман. Запомните это. Выдавливайте из себя вот это все, политически русское. И русских украинцев это тоже касается. Выдавливайте из себя. Покажите новых русских, свободных русских, украинских русских. Покажите себя. Слава Ичкерии, слава Украине, Господи, благослови Америку. На этом наш стрим заканчивается. Сегодня вечером я постараюсь выйти в эфир. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. Так, как это выключается? Вот так это выключается.